На севере Турции 37 лет назад появился на свет известный на весь мир турецкий ресторатор, ставший самым популярным мем-поваром в интернете. Главная фишка звезды – это виртуозное нарезание стейков и особый способ посыпания мяса солью. Изящно изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыплется приправа. Его прозвище Salt B. Многие думают, что оно переводится как «соленый красавчик». На самом деле второе слово BAE – это аббревиатура Before Anyone Else. Полностью хэштег SaltB на русском расшифровывается как «посоли», прежде чем это сделает кто-то другой. По биографии Нусрета можно написать сценарий фильма. Из-за нехватки денег в многодетной семье ему пришлось трудиться с 1 класса в мясной лавке. Именно там он обучился ловкому нарезанию тонких мясных стейков. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как обычный мясник поднялся до таких высот. А если бы вы съели какое-нибудь блюдо, приготовленное Нусретом, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Поехали! Турция. Так много сразу приходит в голову при упоминании этой страны, и всегда в этом списке присутствует турецкая кухня. Шумные улицы больших городов этой страны полны гостеприимно распахнутых ресторанов и кафе, откуда доносится дразнящий запах местных деликатесов, а приветливые зазывалы чуть ли не силой сажают вас за столы. Но есть в Турции особая сеть ресторанов, которые не нужны уличные зазывалы. Здесь нужно бронировать столики за 2 месяца вперед. Я знаю, вы уже догадались, чьи это заведения. Нусрет родился 9 августа 1983 года по знаку зодиака Лев в местечке Пашалы в провинции Эрзурум на севере Турции. По национальности является курдом. Отец будущей знаменитости работал на местной шахте, но денег в многодетной семье не хватало. Тогда парень принял решение вместо учебы помогать родителям и после 6 класса нашел себе место помощника в мясной лавке. Рабочий день школьника длился по 18-20 часов. Заработок сын отдавал отцу. Работая у мясника, Нусрет в детстве получил первые навыки работы с ножом и мясом. В 2007 году рядом с мясной лавкой открылся стейк-хаус. Увиденное потрясло воображение юноши. И с этого момента наступил переломный момент в сознании молодого повара. Личное будущее он видел в сфере питания и только в работе с мясными продуктами. Подкопив денег и получив расчет, Нусрет отправился на родину самого вкусного мяса – в Аргентину. А где, по вашему мнению, самое вкусное мясо? Напишите в комментариях. В Аргентине он посещал рестораны, наблюдал за работой местных поваров. На аргентинских фермах постигал секреты выращивания быков и получения вкуснейшего нежного мяса. Узнавал в мясных лавках секреты разделки туши. После 3 месяцев путешествия по стране Гөкче отправился в родную Турцию. Полученные знания помогли Нусрету готовить новые по вкусу мясные блюда, рецепты которых брали повара из других ресторанов. О талантливом поваре стали писать в местной прессе. Гөкче мечтал побывать в Америке. 4 раза подавал документы на визу в консульство и получал отказы из-за отсутствия средств на счету и личного имущества в Турции. Тогда парень отнес подборку статей из журналов и газет о себе. Только после этого Нусрету открыли туристическую визу на 3 месяца. В Штатах молодому человеку пришлось нелегально и бесплатно работать в именитых ресторанах Нью-Йорка. Там стажер получал колоссальный опыт. Одна из газет Мегаполиса опубликовала авторское меню турецкого повара. В этот раз завоевать Америку у Гөкче не получилось, но к этой мечте он вернется позже. После возвращения из США Нусрет в возрасте 27 лет вместе с другом открыл первый ресторан в Стамбуле. Придумал ему название, взяв за основу свое имя, только с нюансом, отделив частичку «ед», что в переводе с турецкого означает
означает мясо. Так началась история ресторанной сети Нусрет. Первый ресторан в Стамбуле вмещал в себя 8 столиков для посетителей, которых обслуживали 10 сотрудников. Сейчас в сети турецкого мясного короля работает уже 600 человек. Вместе с Нусретом в бизнесе трудится 4 его братьев. Заведение быстро завоевало популярность среди гурманов. Слава разлетелась по стране, и некоторые любители мяса даже специально прилетали в Стамбул за стейками Gökçe. В начале 2017 года в сети появилось видео, в котором турецкий шеф-повар показывает разделку стейка ножом, и весь мир увидел его фирменный жест. В течение 48 часов ролик посмотрели 2,5 миллиона человек. Нужно ли говорить о появившейся армии поклонников у харизматичного Нусрета, которая не появляется на видео без очков и облегающей майки? В течение года турецкий бизнесмен открыл рестораны в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Майами, Лондоне и Нью-Йорке. Как говорил Нусрет в интервью американскому каналу NBC, Нью-Йорк — это столица стейкхаусов. Если я открываю заведение в Нью-Йорке, значит я действительно стал международным брендом. Ресторан появился в американском мегаполисе в январе 2018 года, и сразу же посыпались критика в сторону качества еды. Журналист Стив Куоза из New York Post написал, что $130 выброшены в никуда, а стейк оказался похож на кожу от обуви. Рост негатива не уменьшался. Американцы стали высказывать недовольство по поводу способа приготовления, возмущались нарушением санитарных норм, приготовлением блюд голыми руками и, в частности, у Gökçe, наличием украшений, золотых часов на запястье. К чести Нусрета, после предъявленных замечаний мужчина на следующий же день появился уже в перчатках, но мясо солил также через голый локоть. Сеть Нусрет завоевала популярность среди футболистов. В 2018 году заведение турецкого шеф-повара в Дубае посетили Лионель Месси, Поль Погба и Диего Марадона. Также среди звезд гостей нью-йоркского ресторана Нусрета значится Дэвид Бекхэм с женой и детьми. К нему любят приходить знаменитости, среди которых звезды кино, музыки и политические деятели. Одним из тех, кто попробовал стейк Gökçe, стал президент Чечни Рамзан Кадыров. Нусрет разрезал мясо и подал чеченскому лидеру на ноже аппетитный кусок. Рамзан Ахматович с улыбкой принял угощение. Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, находясь на отдыхе в Арабских Эмиратах, в начале 2019 года лично познакомился с Gökçe, и тот приготовил ему блюдо за 25 тысяч рублей. В январе 2019 года разгорелся скандал после ролика, который в инстаграме выложил полузащитник мюнхенской Баварии Фрэнк Рибери. На видео Salt B мастерски нарезает золотой стейк, а футболист солит мясо фирменным жестом Gökçe. Поклонники посчитали ужин по-настоящему золотым из-за цены. Спортсмен заплатил за него 1200 евро. Клуб был вынужден оштрафовать футбольную звезду на крупную сумму, осудив таким образом поведение легионера. В клубе также отметили, Рибери появился в заведении Нусрета с рекламной целью. И не факт, что спортсмен заплатил за него указанную сумму. Кстати, в адрес турецкого шеф-повара уже звучали обвинения, что огромной популярностью тот обязан пиар-агентству, за услуги которого заплатил $2 миллиона. Предполагается, что появление Леонардо Ди Каприо в ресторане Gökçe в Дубае тоже один из ходов рекламной раскрутки, как и съемки самого турецкого повара в популярном американском сериале «Нарко». Однако информация не подтвердилась. Точных данных о заработанном состоянии бизнесмена-мусульманина нет, но судя по его глобальной цели, открыть рестораны по всему миру, оно весьма приличное. Доходы ресторатора позволили ему в 2019 году приобрести отель в Стамбуле за $60 миллионов и одну из лучших моделей Audi за $235 тысяч. О личной жизни турецкой знаменитости известно не так много. Нусрет многодетный отец, у него 9 детей. Про жену информации нет, но судя по всему, она умело поддерживает быт звездного мужа и дает возможность развивать его бизнес. Мужчина, который не проводит время со своей семьей, не настоящий мужчина, написал Salt B под фотографией с его многочисленными детьми. Король стейков ведет здоровый образ жизни и держит вес под контролем. Часто выставляет видео с тренировок, демонстрируя накачанное тело. Стереотип: если ты повар, значит ты толстый. Это не про него. Напоследок, друзья, интересно
интересный факт. Один из главных конкурентов Нусрета в соцсетях и еще один популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир. Про его жизнь у меня на канале тоже есть видео, обязательно посмотрите и напишите, кто круче. А как вы относитесь к деятельности Нусрета Солтбек Gökçe? Нравится ли вам этот повар и хотели бы вы побывать в его ресторане? А может быть уже были? Пишите в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у нас интересно. Всем хорошего дня. Ах да, чуть не забыл, напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть сравнение, кто круче, Нусрет или Бурак Оздемир. Всем пока!